Добрый день, с вами Наталья Макдональд, выпуски из Сиднея. Бизнес-показатели хорошо выглядят в Австралии. Как это повлияет на ASX? Какие позиции трейдерам занимать? На эту тему я общаюсь с Джулиусом Гарафали из шоу «Стокброкинг». В марте ASX находились под сильным влиянием отчетного сезона. В чем именно оно заключалось? В сезон отчетности рынки узнают показатели прибыльности компаний. Также становятся известны прогнозы будущей прибыли. В этом сезоне стало ясно, что слабые ОЗИ и низкие процентные ставки принесли большие выгоды компаниям. Именно поэтому результаты отчетов настолько хороши. Но, несомненно, существуют и некоторые негативные показатели. Например, положительно, рынки удивили результаты Macquarie банка, в котором прогнозируется увеличение прибыли на еще $1,5 миллиарда в 2015 году. Это прирост на 10%. Фонды этого банка, естественно, выросли. Так это влияет на рост фондового индекса в целом. Еще один интересный пример. Акции BHP выросли на 6,5% на ASX 200. Если цены вырастут еще на $1, это добавит дополнительные 11 пунктов в индексе. $5.2 billion on the top range, which is up 10 to 20%. So the market really got excited about that, and that overshoots the index. So the stock actually went up from $58 to $72, just upstairs now, seeing the last price. That moves the market. Macquarie being in the index, you'll see that would therefore lift the index as a whole. Here's an interesting example. BHP is about 6.5% of the ASX 200. For every $1 BHP moves, the index would move 11 points. Еще в феврале, я помню, вы сказали, что Macquarie ваш любимчик, но кроме названного, удивило ли вас что-то еще на рынках? Да, несомненно, есть и удивление. Например, Domino's Pizza просто превзошла все ожидания по прибыльности, которая увеличилась на 67%, а акции выросли на 35%. За последние 3 года это максимальный результат. Woodside Petroleum, элитная компания, дивиденды которой выросли на 40%. Это $1,44 США за акцию, что составляет 5% от лишь одного дивиденда. Это также очень резкий рост. Япония огласила свои показатели фондов. Так выросла оценка TO Holding почти на 50%. Я сейчас советую клиентам не упускать таких возможностей. Также могу назвать национальную логистическую компанию Horizon, доходность фондов которой выросла на 5%. Так, рынки были приятно удивлены неожиданными показателями. TO Holdings, something different, not report, but Japan Post came out with a takeover bid for the stock. And that was $9.04. That's up from $6. So there's almost a 50% premium to the last closing price. So a lot of attention there. I'm actually advising clients take that because why wait 3 months plus for a takeover from a foreign entity to be approved? I'm switching into a domestic logistics transport company called Horizon. In around $5, we've got a price. I've got a 5.35 yields at 5%. So, I like to take action when it needs to. But yeah, they're the 3 surprises, and I think the market's pretty happy with that. Что вы советуете вашим клиентам по торгам ввиду таких показателей? Я советую избегать попадания в ажиотажную ситуацию. Например, если акции сейчас многих компаний торгуются выше их исторических максимумов, зачем переплачивать? Лучше забрать свою прибыль, если она уже существует, и занять выжидательную позицию. Лучше скупать акции, когда компании сообщают о негативных результатах финансового года. Рынки, как обычно, слишком драматично реагируют, и этим можно воспользоваться. Таким образом, вы можете дешево купить много акций. Итак, мы поговорили о ралли, восходящих трендах, но также в отчетный сезон были зафиксированы и негативные результаты. Кто же отличился сокращением прибыльности?
two companies that disappointed this report. Две компании разочаровали рынки в этом отчетном сезоне. Прибыльность одной была в норме, но сократилась маржа. Поэтому и фонды упали в цене на 7%. Прогнозируют сокращение прибыли на 15% в течение следующих 3 лет. When I found numbers, Другая компания занимается ипотечным кредитованием. Она потеряла одного из своих самых крупных клиентов, Westpac. next one's Прирост их прибыльности сократился на 14% в результате этого. Акции компании же упали на 23%. who have a loan-to-value book of greater than 90%. They actually lost one of their biggest clients, Westpac. That's going to impact their gross written premiums by about 14%. And the stock actually has fallen about 23% on the back of that. So quite disappointing when you miss the mark. Julia, it's always great to receive your comments. Thanks. Джулио, спасибо, что были сегодня с нами. So do I, Natalie. Thanks. That is all. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. For now, though, it's goodbye from me.